Прямой эфир телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Осторожно, тонкий лед. МЧС проводит месячник безопасности на водных объектах. Идут рейды. Бизнес для народа. Что такое социальное предпринимательство, какая от него польза и какие есть трудности. В ногу со временем. 400 камер видеонаблюдения установили в колониях и СИЗО по Якутии. Нетрезвый водитель. В Ленске сотрудники ГАИ провели акцию. Тормозили каждого, нарушителей штрафовали на месте. Искусство с малых лет. Воспитанники Алданского детского сада «Василек» активно занимаются в местной театральной студии при детсаде. ФСБ проводит обыски руководства Почты России в Якутске. Причиной называют проверку возможного нецелевого использования бюджетных денег. В самом ФСБ сообщили нашему телеканалу, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Якутян призывают не покупать свинину без проверки сопроводительных документов. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по республике. Руководителей свиноводческих предприятий просят не ввозить свиней из других регионов без согласования с Государственной ветеринарной службой. Это связано со вспышкой ящура в соседнем Хабаровском крае. Там ветеринарная служба Бикинского района обнаружила вирус ящур у животных на свинокомплексе. Бикинский район Хабаровского края граничит с Приморским, где ранее произошла вспышка вируса в нескольких районах. По данному инциденту в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил. Жителям республики мы бы хотели порекомендовать при покупке сельскохозяйственной продукции проверять наличие ветеринарно-сопроводительных документов, так как продукция, у которой этой документации не будет, она не может считаться безопасной. Владельцам личных подсобных хозяйств мы бы порекомендовали более соблюдать правила ветеринарного законодательства. В Якутии обнаружили зараженных лептоспирозом коров и лошадей. В этом году 13 случаев заболевания животных этим диагнозом были зарегистрированы в 5 районах. Это в Ленском, Алданском, Среднеколымском, Тампонском, Татинском, Улусах. Сейчас там действуют ограничительные меры, а в Момском, Горном, Верхоянском они пока сняты. Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от домашнего животного к человеку. Источником заражения животных являются водоемы со стоячей водой, контакты с грызунами и другими больными животными, также через открытые раны и инфицированное мясо. В данный момент, согласно плану противоэпизоотических мероприятий, идут действия наших ветеринарных специалистов на местах, направленные на ограничение и ликвидацию данной болезни. К другим новостям. Британская нефтегазовая компания BP и Роснефть будут разведывать нефтегазовые участки в Якутии. Договоренности об этом были достигнуты еще в сентябре прошлого года. Компании совместно изучат 2 новых лицензионных участка в республике. Об этом говорится в отчете британской компании за прошлый год. Глава Роснефти Игорь Сечин, в свою очередь, еще в октябре говорил о том, что BP рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов Роснефти. На первом этапе стороны планируют добывать 11 миллиардов кубов. Добытый газ Роснефть планирует реализовывать на внутреннем рынке. Свыше 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья нужно расселить в Якутии. Это жилфонд, не успевший попасть в федеральную программу по переселению до 1 января 2012 года. Сейчас главная задача республики – провести второй этап программы по указу президента страны Владимира Путина. Причем более оперативно и качественно. В программу подпадают те дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. На второй этап из федерального бюджета выделили более 60 миллиардов рублей. Согласно указу президента страны, оценку эффективности будут проводить ежегодно на основе использования системы показателей и индикаторов. Второй этап программы качественно изменен.
у людей появилась возможность самим приобретать жилье, не дожидаясь застройщика. В том числе свои нововведения по реализации проекта вносит и руководство региона. Вот что говорит Айсен Николаев. Программа очень разноплановая, потому что сейчас уже разрешено людям предоставлять не только новые квартиры, но могут квартиры приобретаться по желанию самих жителей на вторичном рынке для того, чтобы процессы переселения убыстрить. Или могут собственники квартир уже получать деньгами, а не ждать, пока будут построены квартиры для них или куплены. И для того, чтобы работа эта была четкая, эффективная, мною было принято решение о создании специализированного государственного казенного учреждения «Дирекция по жилищному строительству Республики Саха-Якутия», которая как раз централизует эти процессы. То есть на уровне муниципалитета будет вести в первую очередь работа непосредственно с жильцами аварийных домов по спискам, по их уточнению, по подготовке первичных документов. Также обеспечить жильем планируют детей-сирот. Всего их в Якутии 600. На это в государственном бюджете республики предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-премьер республики Кирилл Бычков во время отчета правительства перед населением города Томмот Алданского района. По словам Бычкова, для детей-сирот будут приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. Добавим, что в прошлом году в Якутии свое жилье получили более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. МЧС проводит очередной месячник безопасности на водных объектах. С начала этого года уже провели более 200 рейдов, задействовали 109 инспекторов ГИМС и спецтехнику. В рамках профилактики ведут индивидуальные беседы с рыбаками, рядовыми гражданами, особенно с детьми, чтобы была соблюдена безопасность на реках, озерах, водоемах. Репортаж Александра Зубехина. Все как и много лет назад. Множество ледяных скульптур, различные горки, а главное – контроль со стороны органов МЧС. Сегодня работники парка узнали о безопасном поведении на льду. С каждым годом ледяных и снежных скульптур все больше. В этом году самая крупная весит около 30 тонн. Лед в парке крепкий и выдержит даже тяжелую технику. Инспекторами ГИМС были проведены замеры толщины ледового покрова для заезда техники по обустройству данного ледового городка и автомобильной парковки. Толщина льда безопасная для приема граждан. Парк еще не открылся, работы продолжаются. В этот раз профилактическая работа направлена на персонал ледового городка. Задача – провести профилактическую беседу о поведении на льду и оказании помощи пострадавшим. Если вынимаете лед, место надо сначала зачистить, потом при выемке огородить. Я все понял, техники безопасности тут. Если что-нибудь произойдет льду человеку, то помочь могу. Детская безопасность на особом контроле. Помимо возможных ушибов и травм, детишкам в ледовом парке может грозить переохлаждение. Чтобы дети, опять же, не получили переохлаждение, девались куда теплее. Будете смотреть по безопасности, как они скатываются и так далее. По средствам спасения вас проверили, все имеется. Работаем тесно с сотрудниками ГИМС. Они приезжают регулярно, проводят профилактическую беседу. За время нашей работы, 7 лет, происшествий не было. Рейды по профилактике продолжаются. Всего в 2018 году на акваториях республики в зимнее время погибли более 70 людей. Надеемся, что такие мероприятия окажутся эффективными, и число жертв на водных объектах станет в разы меньше. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Ну а в Ленске сотрудники ГАИ провели рейд «Нетрезвый водитель». При этом был использован метод тотальной проверки, стараясь остановить максимальное количество машин. Сюжет Светланы Болеевой. В Ленске в выходные дни прошел рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники отдела ГИБДД усиленно проверяли водителей на трезвость, патрулируя по всем улицам города. Инспекторы ДПС останавливали проезжающий автотранспорт, проверяли документы, а также оценивали состояние каждого водителя. Рейды проводятся с целью выявления грубых административных правонарушений, в первую очередь направлены на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо не имеющими права управления, лишенными также права управления.
За несколько часов рейдов компании нашей съемочной группы таковых выявлено не было. Зато сотрудники госавтоинспекции выявили ряд других правонарушений. Семейная пара перевозила несовершеннолетнего ребенка без удерживающего устройства, притом на переднем сидении автомобиля. Сотрудник ДПС провел с родителями беседу и выписал штраф на 3000 рублей. По статье 12.23, часть 3, перевозка детей, не достигших возраста 12 лет, без детского удерживающего устройства. Сумма штрафа 3000 рублей. Если не согласны, имеете право обжаловать в течение 10 дней. Также разъясняю, что если будете оплачивать в течение 20 дней, оплачивайте ровно половину. Был оштрафован и мужчина. Стекла его автомобиля были затонированы практически полностью. Темную пленку со стекол своего авто хозяину придется снять. Такая тонировка категорически запрещена правилами. И на такой машине ехать нельзя даже трезвым. Не остается незамеченным перевозка детей, в первую очередь, это влияющая на безопасность дорожного движения, а также тонировка, с которой мы также боремся. В первый день рейда водителей в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было. Зато вечер субботы восполнил предыдущий рейдовый день. Сразу несколько водителей попались инспекторам в состоянии алкогольного опьянения. Работали сотрудники ГИБДД группами и останавливали практически каждого. На проверку много времени не уходило. Короткий диалог с инспектором, и водители продолжают свой путь. Но это только те, кто был в состоянии. Те же, кто был изрядно пьян, остались в этот день без автомобиля. По итогам рейдовых мероприятий было выявлено 5 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также привлечено 67 водителей за иные нарушения правил дорожного движения. В результате подобных плановых рейдов в Ленске только за одну ночь выявляется по несколько водителей-пьяниц. Наказывают их строго. Высокий штраф в 30 000 рублей и статус пешехода как минимум на 1,5 года. За это время они хорошенько подумают, потом заново сдадут экзамен и этим докажут право водить автомобиль. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, 1,5 минуты. Вернемся и продолжим итоги дня. Бизнес для народа, что такое социальное предпринимательство, какая от него польза и какие есть трудности. В ногу со временем более 400 камер видеонаблюдения установили в колониях и СИЗО Якутии. Искусство с малых лет воспитанники алданского детсада «Василек» активно занимаются в местной театральной студии. Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Что такое социальное предпринимательство, какая от него польза и какие есть трудности? Этим относительно новым видом бизнеса в Якутии желающих заниматься становится все больше. Но и подводных камней в этом деле немало. Один из них – не до конца утвержденная нормативно-правовая база. Напомним, в конце прошлого года правительство страны одобрило законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства. Сегодня закон направлен на рассмотрение в Государственную Думу. Принятие закона позволит оказывать адресную господдержку таким социальным предприятиям. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Утро предпринимателя Алексея Яковлева начинается с развозки пациентов-диализников. Диспетчер принимает заказ, потом водители приезжают на адрес, где с помощью носилок загружают больного в машину и увозят в больницу. Рабочий час у нас начинается с 7 утра. С января месяца мы начали работать с диализными больными. Первую смену в 7 утра начинаем доставлять как раз в диализные центры. Далее уже по больницам. Выписка из больницы и так далее. Ольга Борщевская сегодня привезла свою 80-летнюю бабушку на рентген. У нее перелом таза. О том, что есть специальное такси, которое перевозит лежачих больных, подсказали в станции скорой помощи. Говорит, очень удобно, пользуются часто. Ездят не только по больницам, но и смогли добраться к родственникам, чтобы бабушка встретила Новый год в кругу семьи. Сегодня мы сделали рентген, УЗИ сделали, все хорошо. И без такси мы бы не смогли. Ребята очень такие отзывчивые, молодцы, всегда подождут, всегда помогут, оденут, что надо. Нету такого, чтобы они торопились там или подгоняли. Предоставлением специализированного такси Алексей занимается с 2016 года. В службе 2 машины – носильщики и диспетчер, который принимает заказы. В день приходится возить до 10 человек. Работа тяжелая, признается он, но нужная. Конкурентов нет. Кроме диализников возят и лежачих больных. У нас носилки-каталка, которая спускается, и, соответственно, совок носилки. Вот. Обязательно крепится на ремни безопасности. Это для перевозки лежачих больных
специально. А для сидячих у нас есть вот специальное кресло-каталка. Сегодня в Якутии социальным бизнесом занимаются более 1000 человек. С 2015 года для них работает государственная поддержка в виде субсидий. За 3 года ею воспользовались более 56 субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка в виде субсидий, микрозаймов, поручительств, так и имущественная поддержка, образовательная и консультационная. Предпринимателей в сфере социального бизнеса становится больше. И это радует. Ведь помимо их основной задачи, помощи нуждающимся, они формируют новый позитивный образ предпринимателя. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Свыше 400 камер видеонаблюдения установили в исправительных колониях и следственных изоляторах Якутии. Насколько и как помогают они в работе УФСИН, эти новые технологии, репортаж Дмитрия Тымырова. Здесь, в ситуационном центре, изображения передаются в режиме реального времени, а операторы уже через мониторы контролируют выполнение режимных требований, также безопасность как сотрудников, так и осужденных. 7 больших мониторов выводят записи со всех камер. Операторы переключаются между ними, чтобы отследить, что и где именно происходит. Ситуационный центр у нас оборудован системой видеонаблюдения, который в режиме реального времени осуществляется просмотр операторами, заступающими в ситуационный центр. Ими производится фиксация нарушений. Также данное рабочее место у них оборудовано оперативно-диспетчерской связью, которая позволяет им своевременно совместно с учреждением дежурными части предпринимать какие-то действия. Как отметили в УФСИН, работа ситуационного центра уже дает свои плоды. Благодаря камерам выявляются факты нарушений режимных требований осужденными. Ситуационный центр, который был создан у нас, данный, это можно сказать, как положительный опыт, принятый и применяемый в нашем территориальном органе. Ну, у наших коллег уже значительно раньше данный центр уже используется. Ну и по анализам, которые проводят, по мониторингу, то есть эффективность уже, как говорится, налицо, эффективность использования данных центров. Положительные результаты уже в этом уже достигнуты определенные. То есть неоднократно уже выявлены с помощью этих видеокамер наблюдения уже выявленные нарушения. Видеонаблюдение – это двойной стимул как для соблюдения осужденными режима содержания, так и для добросовестного выполнения сотрудниками учреждений своих служебных обязанностей. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В СВФУ с 5 по 9 февраля проходят Дни открытых дверей в рамках празднования Дня российской науки. Ведущие ученые университета проведут научно-популярные лекции по следующим секциям: сахарный диабет, современные генетические исследования, право окружающей среды и дендерохронологические исследования. В данной лаборатории, это лаборатория капитального ремонта скважин, мы готовим будущих специалистов по капитальному ремонту. Тренажер позволяет в полной мере ощутить сам процесс, как это все дело происходит на производстве. Конечно, с некоторыми допущениями, потому что все-таки на производстве это немножко по-другому будет, да? Но вот понимание, самое главное, понимание того, как ведется работа буровика, работа по строительству нефтегазовых скважин, это все дается здесь. Сегодня, 5 февраля, отмечается День эрудитов. Эту дату своим считают маленькие артисты Алданского детского сада «Василек». В театральной студии дети осваивают не только сценические премудрости, дошколята познают и культуры народов мира. В год театра перед ребятами стоят задачи масштабные. В районе стартует множество творческих проектов, в которых «Василек» примет самое активное участие. Рассказывает Татьяна Вахнина. После полдника девчонки-воспитанницы детского сада «Василек» собрались в театральной мастерской. Сказку «Морозко» юные артисты уже представили на суд зрителей, сорвав бурю оваций и одержав победу в районном фестивале детского творчества. Перевоплощаться, вновь вживаясь в образы дошколятам, очень нравится. С Людмилой Владимировной весело, интересно и всегда есть чем заняться. Искусством. Искусством учат. И еще нам рисование. Репетиции нам проводят. И сказки выступать.
Театральная студия в Васильке образовалась в 2001 году. В творческой копилке десятки спектаклей и миниатюр. Смешные поучительные сценарии пишет руководитель студии Людмила Шевченко, признанный мастер театрального искусства. Мы в основном ставим сказки. И вот сценарии я люблю переделывать сама. Или беру текст в прозе и на стихи перекладываю. С детьми Людмила Владимировна работает вот уже 45 лет. Перевоплощаясь, ребенок раскрывается и раскрепощается. В то же время, считает педагог, артист, вживаясь в образы и характеры, должен знать массу полезных вещей. В театре дети осваивают не только сценические премудрости. Дошколята познают культуры народов мира, живопись, музыку, литературу, орнаменты и костюмы. И у нас еще есть такой предмет «Основы искусств». И там тоже изучается театр как виды искусства. И там темы такие вот культура зрителя, театральной профессии, там афиши, билеты. Получается, как бы кружок дополняет предмет, предмет дополняет кружок. Театральная студия весьма богата атрибутом. В костюмерной найдется любое одеяние. Для множества спектаклей имеются и декорации. Большинство костюмов и элементов сценического убранства Людмила Владимировна мастерит сама. С энтузиазмом ей помогают родители артистов. Мы очень любим заниматься театром. Дети с удовольствием ходят на репетиции, изучают новые роли, потом репетируют в группе, всем показывают. Ну и, конечно, выступают тоже с удовольствием. В ближайшие месяцы у юных театралов свободного времени будет совсем мало. В год театров в районе стартует множество творческих проектов. И Василек планирует всюду принимать участие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Южно-Сахалинске открылся лагерь для волонтеров первых зимних игр «Дети Азии». Всего в играх задействовано 1000 добровольцев. Они будут работать на встрече гостей как атташе делегации, в медианаправлении, в обслуживании игр. Большинство из них сахалинцы. Сюда попали представители всех районов области. Вместе с ними организовывать международные старты помогут жители Приморского края, Якутии, а также Китая, Монголии и Кореи. К разработке волонтерской программы приступили еще в начале прошлого года. Волонтеры прошли строгий отбор. Активная подготовка добровольцев началась в ноябре этого года. Они учились спортивной терминологии на различных языках – английском, китайском, корейском, японском. Принимающий крупные соревнования Сахалин в целом преобразился, улучшилась инфраструктура. Перед правительством Сахалинской области развернулась целая площадка для отдыха взрослых и детей, каток, ледовый городок, снежные фигуры и сцена для проведения культурных мероприятий. Сообщается, что, несмотря на переменчивую погоду, настроение у сахалинцев прекрасное. Сегодня выходной был, вышел погулять, фотоемся, радуемся. А как вам оформление города? Все-таки видно некую такую тематику? Очень хорошая. Честно, все изменилось. Хорошая подготовка. Город сильно преобразился, настроение поднялось, город преображается, много объектов построилось, улучшилось, да. И вот можно посмотреть то, что уже сейчас ставятся сцены, украшается город, уже все видно, то, что игры скоро начнутся. Вот подготавливаемся как можем, и все идет полным ходом. Украшений по городу очень их много стало, разных фигурок. Вот вы можете наблюдать там щивуч, олень и так далее. И вот такие декорации очень много стало. Таковы итоги сегодняшнего дня. С вами был Влад Давыдов. До встречи завтра.